Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости канала, давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Срочное сообщение от вашего ангела-хранителя. Загадайте, пожалуйста, на себя, так и спросите, какое срочное сообщение ангел-хранитель желает мне передать. Надеюсь, вы настроились. Я выбираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте посмотрим, что же ангел-хранитель хотел бы вам срочно сказать и передать. Так, почему-то огонь идет. Огонь. Кому-то идет огонь. Девочки, берегитесь огня. Девочки, мальчики, кто смотрит. Огонь. Почему-то вот прям с левой стороны, аж, знаете, как жар идет, да, от песка. Будьте аккуратны с огнем. Деткам своим скажите обязательно, проверяйте печки, обогреватели, вот что, чем пользуетесь. Потому что здесь какой-то может быть, ну не дай бог, конечно, да, неприятный случай, вот именно связан с огнем, с обогревом, с тем, что горячее, да, либо открытый огонь, либо горячее что-то. Будьте аккуратны. Я тут фатальности не вижу, но тем не менее, да, вот предупреждение вам идет. Следующий момент. У кого-то будут корректироваться планы, причем как-то то ли несколько раз, то ли за один день там раз 5-10, да, вот как-то резко вот меняется угол. Сегодня, либо сейчас мы думаем вправо, через 3 секунды влево, потом куда-то вверх, вниз, да, вот какие-то моменты будут. Вы будете слышать, либо получать информацию, которая будет вносить эти корректировки. Значит, вам совет идет не нервничать, не психовать, а просто дождаться, пока, например, день закончится, да, либо пока информация полноценная придет, да, не обрывки, не кусочки, а вот полная информация. Либо эта информация будет не просто сказана, но где-то, например, опубликована как правило, либо как распоряжение, как закон. Дождитесь этого момента, потому что вы можете просто уйму времени потратить, нервов, психов, все время менять, передумывать, еще не дай бог там еще и финансово вкладываться. Не надо, лучше дождитесь, пока будет точная информация о том, какие изменения, либо какие новые законы, правила внесены, да, по вашему вопросу. Дальше, милые, здесь человек на букву В, именно В идет. Это может быть имя, фамилия, кличка даже может быть. Человек на букву В что-то лихое задумал против вас. Значит, какой-то коварный план. План этот заключается, скорее всего, в том, чтобы вас как-то обхитрить, обмануть, в дураках оставить, да, может быть, даже что-то ваше взять и потом не вернуть, как-то вот нажиться на вас, может быть. Берегитесь этого человека и не доверяйте этому человеку. Все, что этот человек вам скажет, постарайтесь проверить, либо, ну, как не воспринимайте за чистую монету. То есть вам тут именно на человека идет предупреждение. Дальше. Здесь, смотрите, видите, женщина стоит, а здесь мужчина. Мужчина стучится в дверь. Значит, девочки, это именно для вас. У вас будет какое-то знакомство, либо встреча с человеком, который, возможно, вам не очень понравится. Может быть, какое-то мнение субъективное сложится, да, не совсем приятное об этом человеке. А ангел говорит, что человек на самом деле хороший, что у человека, возможно, в первую встречу, либо в первое свидание, ну, просто, знаете, как от страха, да, там, чушь будет нести, да, либо будет вести себя не так, как обычно ведет. То есть здесь именно подмешается страх, переживание и какая-то вот эмоция казаться, да, либо желание, да, казаться лучше, чем я есть. Девочки, дайте еще один шанс этому человеку, ну, встретиться, либо просто поговорить с этим человеком. Человек хороший, реально хороший. Дальше у вас тут слоник выходит. Слоник говорит о том, что у вас в семье, в доме будет хорошее здоровье и, ну, благосостояние, да, замечательно все будет. Дальше рыбка идет. Рыбка достаточно такая толстенькая, с глазком даже идет, с глазиком, извините. И что хочу сказать, вы на эту рыбку пока смотрите. У вас родятся прекрасные идеи, либо
как, знаете, осенит вас, где искать мне рыбку, где искать мне деньги, как мне зарабатывать. Значит, идеи прекрасные, что нужно удочку либо купить, либо сделать, да, и идите рыбачьте. То есть все, что вы там себе надумаете, все, что вы себе придумаете, вот, класс, все получится. Это будет очень правильный взгляд на жизнь, и идеи будут просто гениальными. Так что не стесняйтесь, не переживайте, все у вас случится, все у вас получится. Дальше обращаемся к левой стороне. На левой стороне у нас тут беспокойство. Беспокойство за родных, либо за близких людей беспокойство. Может быть, кто-то сейчас не в лучшей форме, да, у кого-то могут быть проблемы со здоровьем, либо кто-то где-то вне дома, да, человек может находиться на расстоянии, у человека могут быть какие-то проблемы где-то там далеко, где вы не сможете никак помочь. То есть переживания за кого-то идут. Значит, по вашему вопросу, по этим переживаниям, во-первых, так скажу, у многих еще может отыграться как человек, который с вами на расстоянии безумно злится, ревнует и переживает. То есть человека накрывает просто какой-то волной гнева, разочарования и боли. Значит, там, где человек находится, он чувствует себя абсолютно несчастным. Все мысли, все чувства направлены к вам, чтобы вернуться домой, вернуться к вам, вернуться, например, в семью. У многих, кстати, отыграется, что у человека задержка идет какая-то вот связанная с чем-то бумажным, документальным, либо денежным. Из-за этого не может вернуться. Либо там проблемы могут с этим возникнуть. Значит, помочь вы физически ничем не можете. Чем вы можете помочь? Своим вниманием, своими добрыми, успокаивающими словами. Здесь нужно говорить, подбадривать, давать надежду, объяснять, что ждем, что надеемся, что ты там самый дорогой, любимый, единственный. Да? То есть не поскупитесь на свои добрые, положительные эмоции. Человеку они очень-очень помогут. Вот правда вам говорю. Очень помогут ваши эмоции положительные и ваш положительный настрой. Дальше здесь у меня выходит ослик. Девочки, ослик — это, конечно же, безумное упрямство. Ослики, они мало того, что упрямые, они еще могут быть достаточно агрессивные. Несмотря на то, что все мы привыкли, что ослик такой весь добрый, да, безотказный, трудяжка. Но в вашем случае, и вообще в принципе, да, если вот разобраться, то ослики достаточно могут быть и жесткими. Здесь ослик смотрит влево. Значит, будет какое-то дело, либо какой-то вопрос, где вы, именно вы, заупрямитесь и не пожелаете сменить свою точку зрения, либо пойти на какую-то уступку, либо договориться. И это будет плохо. Это плохой поступок, это неправильное поведение. Это не я вас сужу, это не я вам рассказываю, что вы делаете правильно, неправильно. Это песок показывает. Это высшие силы дают такую информацию. А высшие силы говорят, что если вы будете настолько упрямы и настолько, например, агрессивны, буду говорить как вижу, то вы потом сами в себе разочаруетесь, да? Будет упущен момент, будут сказаны достаточно жесткие слова, о которых вы потом пожалеете. Знаете, если понимаете, что гнев на вас накатывает, лучше постарайтесь его выплеснуть где-то, где нет живых людей, где вы никого не зацепите, не заденете. И всегда помните, что плохой мир лучше, чем хорошая война. Вот такое выражение есть, да? Не стоит воевать, а особенно с близкими и родными людьми. Отношения — это всегда работа сложная, когда люди должны договариваться, не прокачивать друг друга, кто кому что должен, да, кто главнее, кто кого должен слушать, а наоборот уметь договариваться. То есть отношения равно дипломатия, даже если это семья. У вас вот именно идет какой-то момент, что вы можете вспылить. Причем вспылить может быть и основательно, может быть и причина у вас на это будет. Но ваш ангел просит не делать этого, потому что сами потом будете в себе разочарованы и сами будете огорчаться, почему я так поступила, зачем вообще нужно было все это говорить. Понимаете, не тратьте жизнь на споры, на какие-то выяснения. Оно того не стоит. Дальше, милые. Здесь у кого-то претензии в семье. То есть кто-то кому-то предъявляет претензии касательно денег, либо, может быть, работы. Может быть, муж ваш не работает, не приносит деньги. Либо вам муж говорит, что где деньги, на что потратила,
и прочее, прочее. Значит, здесь, ну да, тут причина именно вот в чем-то материальном связана. Тут даже не в том, что кто-то работает, кто-то не работает. Деньги причина. Смотрите, здесь я так скажу, что да, и вы, и ваш партнер, ну, грешите тем, что вы не умеете. Вы простите, пожалуйста, опять же, это не я говорю, да? Вы как будто бы, ну, не считаете эти деньги, вы к ним очень легко и просто относитесь. Поэтому в вашу семью эти деньги вот в таком мизерном количестве и поступают. А если даже какие-то поступления более там серьезные приходят, да, то вы как-то очень быстро находите им применение, да, то есть буквально там за несколько часов, либо за несколько дней вы можете потратить все подчистую. Вам вместо того, чтобы друг друга обвинять, нужно, во-первых, друг друга поддержать и, не знаю, собирать, копить, какие-то цели себе поставить, на которые вы будете копить эти деньги вместе, совместно. Вот это поможет вам и сблизиться, и вы судьбе покажете, высшим силам, что вы не просто так транжиры, простите, пожалуйста, за это слово, что вы умеете экономить и собирать, и что вы знаете и уважаете, знаете, что такое деньги, да, и уважаете деньги, средства. Пожалуйста, постарайтесь это сделать. Дальше, милые, у кого есть соперники, соперницы, какие-то недоброжелатели, неприятели. Здесь ангел говорит, что вам готовится какой-то достаточно жесткий удар, причем удар, как говорят, ниже пояса, в спину, не в спину я тут не скажу, а вот что ниже пояса будет, то очень прям, знаете, как-то, ой, как это правильно сказать, да? Как-то вообще вот не по-человечески, что ли, да, как-то вот прям низкий какой-то гадкий, мерзкий поступок. Это вам готовят. Но я вас предупредила. Теперь вы, зная своего, а многие из вас знают, кто ваш недоброжелатель, кто ваш соперник, соперница. Теперь вы можете успеть подготовиться к этому удару. В чем он будет заключаться? Ну, здесь какая-то сплетня о вас пойдет. Либо какой-то, вот знаете, будет запущен фейк о вас, либо о вашей персоне, где вы там, с кем вы там, чем занимаетесь. Бояться вам этого не стоит. Почему? Потому что люди-то вас знают, у вас железный авторитет. Но чем вот это будет ниже пояса? Тем, что вы очень эмоциональный человек. А вот эта ваша вражина знает об этом и знает, что вы очень восприимчивый человек. То есть вас обвинят в том, что для вас самое вот такое мерзкое, омерзительное, вы бы никогда этого не то, чтобы вы даже бы не подумали об этом. Вот в этом будет фишка. Но я вас предупредила, теперь вам проще будет к этому отнестись, и вы не настолько будете болезненно воспринимать, ну, вот эти разговоры. Они будут, но они будут какими-то, ну, может быть, там, ну, максимум там, неделю люди поговорят, да, поговорят и скажут, да как такое может быть, да никто в это не поверит, и все закончится. А вот это ваша вражина, чтобы вы понимали, буквально вот в течение месяца здесь какие-то очень жесткие травмы у вашей вражины идут. Здесь может быть как и автокатастрофа, здесь может быть и какие-то падения, переломы. Ну вот человек пострадает. Причем, знаете, как уже накипело у высших сил, потому что эта вражина не только вам делает пакости, гадости, но и еще кому-то, вот кто как жертва этого человека идет. Может быть, даже кто-то из близких этого человека. То есть там уже, знаете, штрафов накопилось целый вагон и маленькая тележка. Вы еще увидите, как ваш недоброжелатель будет расплачиваться за свои криминальные действия, да, по-другому и не скажешь. Ну и главное, мои дорогие, кому-то удача улыбнется. Смотрите, какой у вас тут прекрасный дракон в голове. Видите, дракон? Дракон — это знак большой удачи, большого успеха. Если вы загадывали какие-то желания, если вы в ожидании были какого-то чуда, оно 100% исполнится. Кто смотрит мои отсыпки, знает, что дракон крайне редкий гость в отсыпках. Крайне редко он выходит. Я даже не помню на ютубе, сколько раз у меня выходил. Может быть, там от силы раз или два. Вот он, смотрите, какой красивый дракон, красивый. Вы, главное, не сомневайтесь, не спугните свою удачу, не спугните свое счастье. Потому что ваш дракончик, при том, что он весь такой красивый, он все-таки влево смотрит. То есть здесь есть вероятность, что вы можете вспугнуть свою удачу. Никогда не говорите, что нет, мне не повезет, либо нет, у меня не получится. Да, я мечтаю, я хочу, но, скорее всего, нет, это не для меня, либо у меня не будет. Никогда об этом не говорите. Говорите всегда о своей мечте уже в прошедшем времени, как будто бы она уже осуществилась. И вот представьте, да, как бы вы себя чувствовали в этот момент. И с вот таким
эмоционально повышенным тоном говорите о своей мечте. И вот этот дракончик обязательно исполнит вашу мечту, ваше желание. Мои дорогие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.